Доброе утро. Олег немного погорячился, и бестселлер мою книгу еще пока вроде никто не называл, но если это так, то я буду только рад. Я сейчас в дороге с утра не выспавшийся, поэтому у меня такая просьба к вам. Я хочу, чтобы у нас был не просто, вот я как лектор, да, что-то вышел, рассказал, а был небольшой диалог, поэтому такая просьба к вам. Я буду иногда вам задавать вопросы, а вы, пожалуйста, реагируйте, давайте головой, руку лучше поднимать, чтобы я видел. Да? И, во-первых, я буду видеть, что я говорю не впустую, да, не об стену, как говорится. И, во-вторых, вы сами не уснете, а в-третьих, вы лучше усвоите материал, если будете реагировать на то, что я говорю. Тема, как вы видите, у меня такая, про конкуренцию, поэтому у меня первый вопрос вам. У кого конкуренция есть? Конкуренты много, жесткая, ну, практически у всех, да? А кто что-то делает по этому поводу? Уже меньше народу почему-то. То есть конкуренция вас не беспокоит, да? Она есть, но не беспокоит. Все нормально, да? Я рад за вас, но все равно, может, для вас тоже что-то будет полезно. Немножко о себе. Олег уже сказал, что я автор книги, специалист по увеличению продаж в малом и среднем бизнесе. Есть множество публикаций в журналах, выступал на конференциях. Но это, я думаю, это вам не очень интересно, поэтому времени мало, поэтому давайте, кто хочет, на сайте подробно посмотреть. Прежде всего, у меня просьба к вам относиться к тому, что я буду сегодня рассказывать, как к рецепту. Домохозяйки, женщины знают, да, что как получится блюдо, сильно зависит от того, какой рецепт, насколько четко вы ему следовали. Если вы перемешаете ингредиенты, там, муку, масло и прочее в каком-то хаотичном порядке, или сначала засуньте в духовку, а потом все это перемешаете, у вас шарлотки не получится, да? А если следовать рецепту, то получится вкусный пирог. С маркетинговыми инструментами зачастую то же самое. То есть, если вы в них не нужно верить, в них не нужно как-то на них надеяться, там, сомневаться или говорить, вот это со мной не прокатит. С ними нужно работать как с рецептом. Делаю по рецепту, получаю результат. Не делаю по рецепту, получаю неизвестно что, а потом жалуюсь, мне это не нравится, я бы такой не купился, сотрудники не согласятся это делать и так далее. И это не работает самый распространенный отмазку, который мы слышим, когда общаемся с руководителями и так далее. Вот, вопрос в том, что вы хотите получить то, что наверху, и вот такой вот красивый, симпатичный блинчик. Ну, как я уже сказал, да, эти методики, не обязательно в них верить, не обязательно понимать, как они работают, не обязательно, чтобы они вам нравились. Главное, делать правильно. Итак, перейдем к сути. Двухшаговые и многошаговые продажи. Кто слышал, что это такое, кто знает? Раз, два, три. Что так мало? А вы уже применяли вот те, кто руку поднял? Как-нибудь? Как-то так, да? Но смотрите, если вы сегодня хотя бы вот это только усвоите, я думаю, вы окупите конференцию несколько раз. Даже если других участников, вернее, других спикеров ничего внедрять не будете. Хотя внедрять надо. А в чем суть двухшаговых и многошаговых продаж? Если традиционный подход наиболее распространен сейчас в большинстве бизнесов, он пошел еще с 90-х годов, да, когда у нас рыночная экономика началась, что мы даем рекламу, вывешиваем вывеску, раздаем листовки, и клиенты к нам обращаются, мы им сразу продаем. Но, как вы, большинство из вас наверняка это замечают уже, да, что с каждым годом это становится все более, вернее, все менее эффективно, все более трудозатратно, все более затратнее по деньгам. Суть двухшаговых продаж в чем? Да, вот, продажи в лоб становятся все сложнее. И есть такой афоризм замечательный, я не знаю, кто его сказал, но я его вот выписал. Клиенты, как женщины, сначала всегда говорят «нет», многих это останавливает. Вы с этим сталкиваетесь, да, люди приходят к вам в офис, в магазин, говорят «нет», уходят, и они потеряны, получается, для вашего бизнеса. Если они зашли на сайт, покупают или оставляют заявку, или пишут там максимум 1%, ну, у кого хороший оптимизированный сайт, может чуть побольше конверсии, да? Остальные 99, они тоже потеряны. Двухшаговые продажи, они решают вот эту проблему. В чем их суть? Вы не стараетесь сразу продать клиенту, вы не пытаетесь ему сразу на наибольшую сумму, которую он только может себе позволить что-то продать, что-то ему впарить, да? Вы сначала получаете контакт клиента, вы сначала его себе заманиваете, и только потом, уже наладив с ним отношения, вы начинаете ему продавать. Как это выглядит? Так, плюс, ну давай.
Обычно это как происходит? Вы предлагаете что-то клиенту в обмен на то, чтобы он к вам обратился. Это может быть бесплатная информация, может быть какой-то физический подарок, бонус, бесплатная услуга, бесплатная консультация. То есть много всего, варианты разные. То вы наверняка это замечали, но вы, может быть, если вы руку не поднимали, может, вы просто не знаете, что это называется двухшаговая продажа, может, вы это делаете. Но суть в чем? Привлекая клиента таким образом, у вас ваш бизнес получает множество плюсов. Первый, когда вы даете что-то бесплатно или что-то задешево относительно, да, относительно других ваших конкурентов, вы получаете больше отклик на вашу рекламу, на ваши листовки, флайеры, что угодно, как вы рекламируете, как вы привлекаете людей. То есть суть в чем? Вы даете такое предложение, которое точно соответствует той проблеме, которую вы решаете для клиента, да? Но она бесплатна для вас или очень недорого. И за счет того, что ваши конкуренты так не делают в большинстве своем, вы получаете больше отклик, потому что зачем обращаться к другим, если вы даете что-то дешевле или лучше, или бесплатно. Я дальше покажу примеры, поэтому если есть вопросы, пока оставьте это на будущее. Следующий плюс. Вы имеете возможность проактивно продавать. Разницу между реактивно и проактивно знаем? Кивните головой или руку поднимите. Опять немножко. Что такое? Ну смотрите, реактивно это значит, вы реагируете на то, что происходит. Клиент к вам пришел, вы ему продаете. Клиент позвонил, вы что-то пытаетесь ему там, продать, пригласить в офис и так далее. А если он не пришел или был один раз у вас и больше к вам не возвращается, вы опять же сидите и ждете, да? Проактивно – это когда вы сами активно начинаете к клиентам обращаться, привлекать их, к ним выходить с каким-то своим предложением. Двухшаговая продажа позволяет вам это сделать, потому что первый принцип двухшаговой продаж – сначала вы получаете их контакты, а потом уже вы делаете что угодно. Вы им продаете, вы приглашаете на мероприятие, вы устраиваете акции, что угодно. Следующий плюс – это то, что вы повторно продаете тем же людям. Вам не нужно снова их привлекать. Обычно как происходит? Вы разместили рекламу где-нибудь в 2GIS, в журнале, на радио и так далее. И тут вот у вас появляется новый продукт, новая коллекция, у вас скидки, акции, распродаж, да? И вам приходится опять за эту же рекламу платить, чтобы привлечь, может быть, тех же самых людей, которые у вас однажды что-то покупали. Если же вы их контакты собирали, если вы с ними поработали, вы можете снова к ним обратиться, не затрачиваясь на рекламу. И это будет гораздо эффективнее. Дальше. Вы продаете тем, кому это интересно, минимум в паре. Суть двухшаговой продаж в чем? Если вы даете клиенту что-либо бесплатно, но это бесплатно, оно соответствует тому, что вы им предлагаете, да, той проблеме, которую вы для них решаете. И если вы знаете, что клиент обратился вот именно за тем предложением, которое его заинтересовало, то значит, скорее всего, ему нужно решить ту проблему, которую решаете вы. И это не будет выглядеть как банальное впаривание, как скучный листовок всех подряд на переходе, да, где на перекрестке. И вы просто знаете, что раз клиент на это отреагировал потенциально, то значит ему интересно то, что вы предлагаете, ну, в довольно высокой вероятности. Дальше, пятый плюс, пятый преимущество. Вы нарабатываете базу. Она растет у вас более активно, быстрее, чем это происходит, когда вот клиент просто приходит и сразу покупает. Если вы сначала просто собираете контакты в обмен на что-либо, то люди, когда не нужно платить, контакты оставляют активнее, больше. Следующий плюс. Вы начинаете отличаться от конкурентов. Если они этого пока не делают, то начинаете делать первым, вы получите с этого очень существенный плюс. Дальше, седьмое и последнее преимущество, которое я для себя выделил, может быть, другие еще найдете, то, что вы можете проводить опрос исследований. В малом и среднем бизнесе обычно он не имеет тех бюджетов, которые имеют большие бизнесы, да, для того, чтобы провести маркетинговые исследования, фокус-группу, там еще что-то. Это во-первых. А во-вторых, на самом деле, открою вам секрет, да, это все чушь. Ну, вернее, маркетинговые исследования, они, конечно, дают, да, какие-то результаты, но если неприличный анекдот про размер презерватива, который заказывала одна фабрика, какой выпускать, да, одна компания принесла результат, что нужно выпускать 22 сантиметра, а другая 15. И заказчик спрашивает, а почему у вас такие результаты, а вот такие? А мы спрашивали, а мы измеряли, да? Вот маркетинг исследования, оно примерно точно так же работает. Люди говорят, но, как вы знаете, люди думают одно, говорят другое, а делают третье.
Соответственно, вы, общаясь со своей базой, вы можете уже более... Во-первых, это ваша база, это люди, которые к вам обращаются, которые вас покупали, возможно, ну, какая-то часть из них. Соответственно, они более релевантны для вас, чем какие-то посторонние там, люди, которых нашли исследователи маркетинговые. Вот. С этим все понятно, вот с этими пунктами, или что-то нужно пояснить, или идем дальше? Дальше? Хорошо.